В Инте займутся импортозамещением химической продукции для нужд металлургии, нефтехимии и строительства. В ходе рабочего визита в Интинский округ министр экономического развития России Максим Решетников и глава Республики Коми Владимир Уйба посетили производственные площадки завода по производству карбида кальция и ферросплавов, агропромышленного комплекса и завода железобетонных изделий. Все эти предприятия входят в план диверсификации экономики региона, утвержденный Минэкономразвития России. Правительственная делегация, в состав которой вошли представители федеральной, республиканской и местной власти, ознакомилась с резидентами арктической зоны. Все три предприятия подали заявки на финансирование по льготным государственным программам. Сейчас проекты находятся в инвестиционной фазе. На заводе железобетонных изделий планируется создать линию для выпуска широкой линейки железобетонной продукции с учетом потребностей и конъюнктуры рынка на северных арктических территориях республики и соседних регионов. Продукция будет востребована при строительстве магистрального газопровода Баваненково-Ухта, третья нитка, реализация которого назначена на 2024-2028 годы. По словам генерального директора предприятия, завод даст городу 150 рабочих мест. Руководством компании для реализации проекта уже размещена заявка на получение статуса резидента арктической зоны Российской Федерации. Подана заявка в Фонд развития моногородов на получение займа. Первым посмотрели завод по производству железобетонных изделий. Предприятие планирует создать линейку для выпуска любой востребованной на рынке железобетонной изделий. Это и замена шпал на северном широтном ходе, который очень сегодня важное и перспективное направление. Это и работа по прокладке трасс для газовиков, для нефтяников. Предприятие имеет уже сегодня пакет заказов, поэтому портфель заказов, поэтому точно совершенно у предприятия есть будущее. Ну и самое главное, что мы всегда преследуем, когда открываем нового арктического резидента, это создание новых рабочих мест. Вот поэтому на этом предприятии будет создано 150 новых рабочих мест. Еще порядка 30 рабочих мест обещает дать городу агрохолдинг «Инта Приполярная» после модернизации. Весной этого года было зарегистрировано новое юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Интинское» с основным видом деятельности – разведение оленей. Сегодня проводится работа по получению им статуса резидента арктической зоны. Из-за высоких затрат на выпуск продукции, на оплату энергоносителей и коммунальных услуг производство продукции убыточно. Предприятие нуждается в капитальных ремонтах помещений, обновлении оборудования. Сейчас предприятие, на котором уже работают 95 человек, поддерживает в том числе традиционный вид деятельности коренного населения Республики Коми – оленеводство. Стадо оленей насчитывает более 10 тысяч голов, 29% республиканского поголовья. На сельскохозяйственном предприятии занимаются глубокой переработкой мяса оленя. Выпускается широкий ассортимент полуфабрикатов и колбасных изделий, цельномолочной продукции. Агрокомплекс производит 76% молока от общего объема, производимого в Интинском округе, и обеспечивает молочной продукцией бюджетные учреждения муниципалитета. Руководство предприятия надеется на содействие специалистов Минэкономразвития России в рассмотрении вопроса предоставления средств из Фонда развития моногородов на поддержку ООО «Интинское». Задача, поставленная главой Коми перед предприятием – развивать переработку, чтобы продукция высокой стоимости из оленины была востребована на рынке региона и за его пределами. Это предприятие, бывшее в составе агрохолдинга «Инта Приполярная». В мае этого года оно было зарегистрировано как новое юридическое лицо. И с основным видом деятельности это разведение оленей. Но не только разведение, а самое главное, что глубокая переработка тоже мяса оленей с получением вкусной и очень полезной, экологически чистой продукции. Ну и, конечно, я уже сказал об этом, все эти проекты, кроме того, что они экономически будут рентабельны и продукция будет востребована, это, конечно, создание рабочих мест, что для наших моногородов очень важно, потому что сегодня востребованность в рабочих местах, в моногородах высокая, и в основном люди работают в бюджетной сфере. Нам, конечно, нужно создавать высокий маржинальный продукт с высокой остаточной стоимостью.
Первым резидентом арктической зоны в Республике Коми на территории Инты стал проект строительства завода карбидов и ферросплавов. Новое предприятие разворачивает свою деятельность на базе бывшей районной котельной, недалеко от микрорайона Южный. Напомним, эта теплоснабжающая организация была закрыта в 2018 году. Тогда после оптимизации все мощности перевели на Интинскую ТЭЦ. Промышленный комплекс зданий, сооружений полным ходом перепрофилируют под завод карбидов и ферросплавов. Первые 3 года предприятие будет выпускать по 9 тысяч тонн карбида кальция в год, в будущем до 35 тысяч тонн в год. Выпуск ферросплавов обозначен в 50 тысяч тонн в год, плюс минеральные удобрения. Интинское предприятие, сырьем для которого станут известняк и уголь с территории республики, составит конкуренцию китайской и казахской продукции. Завод сможет обеспечить крупнейших потребителей – Северсталь, Соликамский завод десульфураторов и другие компании. По словам генерального директора предприятия, завод сможет производить десятки тысяч тонн карбида кальция в год и дать моногороду новые рабочие места уже в ближайшее время. Точно совершенно перспективная, в том числе и с точки зрения импортозамещения, это завод карбидов и ферросплавов. В декабре 2020 года это предприятие включено в реестр резидентов арктической зоны России. Планируется, что первые 3 года завод будет выпускать по 9 тысяч тонн карбида кальция в год, а в дальнейшем мощность будет нарастать до 35 тысяч тонн в год. С 3-го года функционирования завода выпуск ферросплавов будет с объемом 50 тысяч тонн в год и плюс еще минеральное удобрение. Ну и, конечно, мы очень надеемся, что специалисты Минэко, лично убедившись, посмотрев на площадке, ознакомившись уже с ходом работ на этих предприятиях, самое главное, мы просили разработать упрощенный порядок получения займов именно Фонда развития моногородов и предусмотреть именно целевое назначение займа. Это очень важно, потому что это точно совершенно позволит предприятиям активнее получать средства на свое развитие. Завод станет уникальным предприятием для России. В обновленных помещениях для выпуска продукции установят 5 печей. При полной реализации проекта, с учетом запуска производства ферросплавов, количество рабочих мест составит 250-300 человек. Шахта закрылась, и вопрос, где и как дальше создавать рабочие места. Посмотрели три проекта, 3 очень разных проекта. Один проект связан с созданием производства железобетонных изделий, ЖБИ, которые понадобятся для газовиков при стройке газопроводов. И вот проговорили для железной дороги, потому что северная железная дорога нуждается в реконструкции, в уходе от деревянного основания. В общем, все это пойдет в дело. Второй проект – это проект переработки оленины. Вот тоже хороший цех, вот, который сейчас будет проходить стадию такой перезагрузки. Это предприятие, которое принадлежит республике. Тоже там есть планы, хорошая продукция. Вопрос, как пробиться на прилавок, как получить доступ на хорошие столичные рынки. Вот это задача республики. Обсуждали, если какая-то поддержка надо будет с нашей стороны, будем помогать. Вот. И 3-й проект, это вот здесь проект создания производства компонентов, которые используются в металлургии. Коллеги, здесь очень хорошая инженерная такая выучка и инженерная команда. У них очень много технологических идей, и что и как можно делать, что можно делать из отходов, что можно делать, значит, более глубокую переработку. В общем, хорошая команда, и все эти, да, и это большой проект. У него только первая очередь до 750 миллионов рублей, а в целом почти 5-миллиардный проект, что для Инты это, конечно, как бы там, в общем, такое новое дыхание. А вот поэтому все эти проекты так или иначе получают государственную поддержку, где-то инфраструктура, вот есть заявки в Фонд развития моногородов, все очень внимательно рассмотрим, максимально благожелательно, попросили республику ускориться с подготовкой этих проектов. Но сейчас еще посмотрим по Инте, какие есть вопросы, пообсуждаем. Конечно, вопросов здесь много, как и на любой угольной территории. На смену угольной отрасли приходят новые перспективные предприятия, сказал по итогам поездки в Инту министр экономического развития России Максим Решетников. Для Приполярья и для Республики Коми в целом эти проекты являются социально значимыми. Они особенно важны в условиях сложной ситуации на рынке труда моногорода, добавил глава региона Владимир Уйба.